По сценарию возгорание произошло в лесу возле лагеря Арамхи. По инструкции штаб на месте незамедлительно информирует руководство ведомства о происшествии и координирует действия. Первыми подтягиваются пожарные расчеты. Спасатели незамедлительно приступают к развертыванию оборудования и пожаротушению. 2 очага успешно ликвидированы, пожарная группа справилась с задачей за считанные минуты. Штаб уведомлен, осталось провести работу по профилактике на месте возгорания, чтобы деактивировать очаг. Через минуту в центр управления приходит сообщение о другом возгорании. Пришло сообщение о возгорании второй и третьей точки. Туда отправили заповедник Эрзис на 3 стоянке в составе 13 человек. Так проходит учение спасателей в пожарном лесничестве. Всего на территории произвели 9 искусственных поджогов. Там, куда техника не сумела доехать, работает пешая группа пожарных. Для профилактики сейчас надо перевернуть, там полностью проверить, потушен, не потушен. Для эвакуации и оцепления территории на место отправился пожарно-спасательный отряд, выдвинулись на квадроциклах. В борьбе с огнем работают даже квадрокоптеры, которые информируют штаб о происшествиях по периметру. Все поставленные задачи выполнены уже через 40 минут после начала учений. Пожар потушен, пострадавшим оказана медицинская помощь, результат признан удовлетворительным. У нас патрулируют 2 группы на квадроциклах, квадрокоптерами. Проверяет, есть ли оставшиеся очаги возгорания. Вроде бы пока нету таких очагов. На все учение отведено было 60 минут на 9 точек. Но мы справились за 40 минут. На таких тренировках спасатели отрабатывают взаимодействие МЧС и всех ингушских лесничеств при тушении лесных пожаров. Каждый год мы проводим плановые учения. У нас как работники, которые бывают за год, работники некоторые увольняются, мы берем новых работников, поэтому приходится навыки, которые мы знаем, навыки им передавать. У нас вот в данное время сезон, пожароопасный сезон объявлен по всей России, по всей республике. Самый опасный, пожарно опасный, это у нас Жайрасский район, потому что здесь хвойные леса, сосновые леса. Поэтому нам приходится постоянно проводить эти учения, чтобы навыки передать, чтобы люди знали, как тушить пожар, техники безопасности соблюдать. Пожароопасный сезон в нашей республике уже начался. Учения будут проводить и в других лесопожарных центрах. Спасателям необходимо закреплять знания на практике, тестировать в условиях ЧС технику, проработать свои силы, чтобы уже в случае реального чрезвычайного происшествия работа была слаженной и без казусов. Адам Гулоев, Хамзат Хулухоев, Новости 24.